Машдол, Сахам Сырнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. У нас, альхамдулилlah, все тоже хорошо. Будьте все живы и здоровы. Желаю вам всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Остальное все приложится. Ну и, конечно, мира на земле. Сегодня уже, получается, 20-й день уразы. Осталось совсем мало. И поэтому я решила уже потихонечку делать себе заготовки. На заказ я не беру, вы знаете, что у меня два заказа. Один полуфабрикаты, ну, как только я начну его делать, я тоже вам покажу. И один заказ готовой продукции. Я просто не брала, девочки, в этом году, друзья. Я решила взять тайм-аут. В этом году не буду. Но у меня есть заморозки мант. Манты мне нужно делать. Ну, наверное, вот сегодня и завтра я не буду делать, а потом уже сделаю свой заказ. Ну, там больше 40 килограмм мант надо налепить. Ну, ничего, манты быстро собираются, налепим. Сегодня с утра, пока сын не уехал на работу, у него с работы выходной, но он, как я сказала, подрабатывает на такси. Ехать в город мне не захотелось, потому что сегодня небольшие у меня закупочки. Кур я всегда практически покупаю в этом нашем магазине. Они бывают хорошие и по нормальной цене. Мне нужно было... Ну, хочу сегодня разобраться с курями, немножко мяса, замариновать. Вчера еще, правда, вечером он мне привез и мясо, и для фарша мясо, и для на стол, чтобы я немножко взяла мясо. Ну, мне мясо на кости мне нужно будет еще. Потому что в основном, друзья, у нас... У ингушей, в принципе, да, считается заглавным блюдом, это по-любому вареное мясо, говядина и баранина. На любой стол, это у нас горячее основное блюдо. Все равно хотя бы одна тарелка вареного мяса или баранины, или говядины, или одновременно и баранина, и говядина на столе должна быть. Поэтому вот как-то так. Вот для того, чтобы отварить мясо, для отварного мяса я еще не покупала. Это я куплю поближе, потому что даже, может быть, чтобы и не замораживать. Вот не хочу замороженное мясо вареное замороженное мясо не хочется. Возьму на последний день, потому что на кости мясо бывает. Никакого ажиотажа, на кости мясо найти не проблема. Вот мякоть немножко бывает, конечно, накладно. Найти последние дни находить сложно. Но я уже практически... У меня есть в морозилке уже перекрученный фарш для своих заказов. У меня есть сегодня, вот вчера еще, вот я вижу, смотрю на ту сторону, потому что 13 килограмм мне еще прислала мясо моя мясник, мой мясник, да. Просто она женщина, поэтому я говорю моя мясник. Очень хорошее мясо. Я его вчера уже нарезала, поставила в морозилку, но чуть-чуть подмерзло. Сегодня буду его тоже с ним разбираться. И, скорее всего, тоже для себя сделаю и голубцы, и перцы. Вот я сейчас вспоминаю, что у меня есть с лета, по-моему, надо будет мне порыться в моем морозильнике. Перцы замороженные стаканчиком. Вот если я их найду, то зафарширую их для себя и не буду покупать эти дорогие перцы. 440-450 рублей килограмм болгарского перца у нас стоит. Это, конечно, очень дорого. Что? Ну все, теперь я вам покажу небольшие свои покупочки, и мы сегодня с вами будем, наверное, мариновать это все. И я вам все покажу, что я буду сегодня делать. Надеюсь. Так, ну вот что купила дальше. Значит, купила майонез сметаны, он стоит 150 рублей. Ну, тут в основном, если и чека нет, то на продуктах в основном стоят цены. Купила вот такую вот приправу, стейк на углях, для того, чтобы мариновать стейки. Стоит 75 рублей. Купила этот чимчи, 56 рублей. Чесночный перец купила. Купила две вот такие паприки. Обычно я покупаю килограммовые, большие пачки, но в этом магазине их нет. Их надо ехать в город, Назрань, и там покупать в специальных магазинах я покупаю. Так, купила вот такой вот плавленый сыр. Это для стожек. Купила такой сыр голландский. Кусочек на 227 рублей.
Значит, купила горчицу в зернах, тоже замариновать стейки. Очень мне понравились вот эти вот грибочки-шампиньоны. Вот, стоит 210 рублей. Это я уже купила тоже на салатике, на праздник. Вот, свет отключили у нас, часто отключают в эту неделю. Купила вот таких вот, опять, 185 рублей. Но, скорее всего, мы их вечером на ифтар поедим. Очень любим все. Что я еще купила? Грибочки купила. Килограмм у нас их стоил 340 рублей. Подорожали, буквально за неделю подорожали. Неделю назад они стоили 300 рублей, а 2 недели назад так вообще были по 200, по 250. К празднику все будет золотое, это однозначно. Ну, 4 тряпочки себе купила. Так, на салатик, хочу из баклажана салатик сегодня, наверное, сделать, если успею. Купила немножко вот черри. Черри стоит 390 рублей за килограмм, но тут мало. Ну и 2 баклажана. Хочу из баклажан салат сделать. С помидорками, с болгарским перцем, с сыром. У меня тут как раз есть огромный болгарский перец, который... Ой, уронила баклажан. Сейчас покажу вам, какой он огромный. Танзила мне прислала, когда присылала для меня... Или зачем-то она таксиста присылала. Посмотрите, какой перец. Думаю, перец у меня есть, покупать сегодня не буду. У них не было красивого перца в магазине. Если бы был бы, то бы я бы взяла... Но не было. Купила грецкий орех. 143 рубля пачечка такая. Не знаю, сколько тут грамм. Купила вот такую вот пекинскую капусту. Тоже для салата. Так, я просто не вижу, что я снимаю на штативе телефон. Для салатиков. На сегодня будет, скорее всего, из баклажан салат. Так, 2 зеленых лучка и 2 пучочка зелени купила я. Все, что еще? Купила вот таких вот 2 стейка семги. Они стоят 1400 рублей за килограмм. Ну, не знаю, я уже не помню, сколько там оно потянуло. И вот такие вот, вчера мне прислала она, мясные стейки красивые, красавцы. Правда, какие красивые, симпатичные. Вот такие вот стейки. Это я уже на праздничный стол буду себе мариновать. Так, 1, 2, 3, 4 стейка. Мне хватит. И вот такие вот ребрышки тоже на праздничный стол. Вот такие вот ребрышки. Вот. Вот, как я сказала, я еще куплю мясо на кости, чтобы было. Будут разные эти... Из фарша что-то будет. Поэтому мне хватит. Просто даже, знаете, у меня в принципе... очень мало кто заходит, потому что нет молодой невесты, нет молодой девушки, поэтому как-то не так много гостей заходит. И поэтому очень такой большой шикарный стол я и не буду накрывать, просто будет всего понемножку и скромно. Купила сливки, это 130 рублей, и купила вот такой вот сливочный сыр 300 рублей. Так, ой, а что ты второй канистру несешь? Ну, я тебе сказала, чтобы ты 2 поставил. Ладно, включи свет, пожалуйста. Генератор включи. Ну, скрипит она у нас. Так, ну, сейчас будет генератор включит. Все, теперь я это все поставлю по местам. И будем с вами потихонечку, наверное, разделывать это все. Или, может быть, я отдельным роликом пущу. Не знаю, посмотрим. Но, скорее всего, нет. Это будет одним роликом. Посмотрим. Так, ну что, мои дорогие, значит, кур я уже все почистила, осмолила, нарезала, по частям разрезала, высушила,
помыла сначала, конечно, потом высушила, не знаю, как я сказала. И теперь мы будем их быстро мариновать. Я их запеленаю в эту пленку свою, потому что, кто его знает, может быть, мне не всегда нужна будет вся курица. Может быть, мне только какая-то часть будет нужна. Например, даже на том же праздничном столе. Если там какие-то части у меня закончатся, я быстро эту такую же часть поджарю, чтобы лишний раз не... Ну, всю курицу не размораживать, всю курицу не жарить. Потому что, вы знаете, предсказать, сколько будет гостей, сколько нужно будет еды, ну вот никак нельзя. Просто нужно действительно делать с запасом. Потому что иногда вот в какой-то год заходит очень много, в какой-то год заходит мало. И поэтому действительно предугадать это все нельзя. Так что будем по ходу поступления гостей готовить. Так, сколько бы вот не чистила, все равно нет-нет, да, иногда что-то увижу. Так, значит что, друзья, я обычно вам расклад, наверное, маринада напишу в описании. У меня тут 5 кур, они были где-то по 2 600, да, это получается. Так, если по 2 килограмма, это 10 килограмм. И если по 600, 300, да? Также 3 килограмма. 13 килограмм тут получается, да? Сколько нужно соли? Обычно соль добавляют на 10 килограмм курочки 2 столовые ложки и еще 1 чайная ложка. Это на 10 килограмм. Здесь у нас, значит, 13 килограмм получается. Но мы еще должны учесть, что у меня тут еще будет соевый соус. Значит, вот такая вот адыгейская соль. Вот смотрим. 1, 2. Но из-за того, что тут 13 килограмм, мы еще вот так вот... Ой, какая она пахучая. Мне там писали, что иногда попадается невкусная соль. Да, бывает и такое, но вот эта соль вообще прям очень пахучая, вкусная. Дома я не готовила. Да, это уже были вопросы, готовили ли вы дома. Нет, почему-то я никогда их не готовила дома. Так, ну и 2-3 ложки соевого соуса мы сразу нальем. Для пикантности. Раньше, конечно, не добавляли этот соевый соус. 3. Ну, давайте еще 1 ложечку. 4, потому что кур тут много, и они не маленькие. Так, ну растительного масла я обычно лью просто так на глаз. Ну, тоже, наверное, 4-5 ложек добавим. 1, 2, 3, 4, 5. Обычное растительное масло. Если хотите, конечно, можно и оливковое. Но сюда я добавила обычное масло. Так, теперь дальше добавим наши специи. Значит, аджика. Между прочим, в аджике тоже есть соль. Значит, аджику я добавлю не так уж много, наверное. Ну, пусть будет так. Все, больше не буду аджики добавлять, потому что там есть соль. Лучше я добавлю для остроты обычный красный перец. Вот так вот 1 чайную ложку. Я не рассчитала, что аджика соленая. И пересолить тоже курочки не хочется своих. Так, чесночный перец, друзья. Вот так вот 1 и 2. Но и из-за того, что я не добавляю свежий чеснок, мы добавим все-таки хотя бы 1 ложку сушеного чеснока. Вот так вот. Даже чуть-чуть побольше. Вот. Так, и теперь еще у нас осталась паприка. Ну, паприки нужно добавить побольше, чтобы был цвет. Так вот, 1, 2. Можно еще 1-3. Так, что еще мы не добавили? Вот что я не добавила. Горчицу. И добавим горчицу. Так. Вот. Все.
2,5 чайной ложки горчицы. Так, мед не буду я добавлять. Теперь все тщательно перемешаем. Можно, конечно, в одной чашке перемешать и добавить, но оно сейчас все прекрасно перемешается. 2-3 часа постоит. За это время я буду перемешивать, чтобы все это замариновалось. Только потом буду замораживать. Раньше я мучилась. Каждая отдельно натирала. Потом-то делала, говорит, мам, что ты мучаешься? Раз, быстро насыпала, как сейчас я. Быстро. Я-то сейчас и не быстро делаю, она вообще шустро все делает. Вообще. Когда мы с Мадиной работали, она говорит, мы закончили, а мы так до половины, например, доходили. Ну, когда она звонит нам, что вы там делаете? А мы с Мадиной не такие шустрые. Дело у нас очень шустрое. У меня все быстро получается. Так, аромат очень вкусный пошел. Видимо, из-за того, что ураза, прям вот такие эти ароматы чувствуются со всех этих специй. Ой, как мне трудно было готовить, друзья, когда у меня был насморк и когда у меня не было вообще обоняния. Это было что-то, что бы не готовила, что бы не мариновала. Никакого запаха, чтобы не ела. Ничего, безвкусица была совершенная. Вот все. Видите, все хорошенечко, все размешалось. И вот пускай стоит часа 2-3. За это время еще несколько раз я сейчас поставлю на улицу. У нас уже прохладно. Солнышко уже не видно. Дождик прошелся небольшой. Вот. За это время несколько раз перемешаю, и потом, как я сказала, я их заверну и в морозилочку. И душа у меня будет спокойна. Что можно считать, я уже, значит, 3 работы даже сделала. Ну, 2 работы, пусть будет там маленько. Вот, все. Пошли дальше. И, друзья, если вдруг у вас нет там, нет аджики, нет абхазской соли, в любое время можно, можно на любые другие специи. Если вы хотите добавить сюда каких-то трав, пряностей, можете добавить. Из-за того, что в адыгейской соли есть пряности, я больше не хочу. Тем более я еще добавила, хоть и мало, но аджику. Аджику бы я добавила больше бы, если бы я не добавила 3-ю ложку соли. Вот я как-то не додумала, что аджика у нас тоже соленая, поэтому курочки будут слишком соленые. А эта сухая аджика, она просто очень вкусная и хороший вкус придает. Вот как-то так. Так, ну что, мои дорогие, вот так вот я уже показывала, как я это делаю. Вот у меня каждая часть завернута в пленку. Это удобно. И вот одну курицу, 5 кур я вот так вот положу в кулек. И все это заморозится прекрасно. Можно, конечно, вот так вот заморозить по отдельно, но у меня пока морозильник один еще полупустой, позволит себе. Все равно я их буду вместе собирать, так будет более компактно. Вот так вот сложим в пакетик. И все это прекрасно будет лежать. Потом в любое время мы можем достать любую часть, если нужна одна часть, нужна 2 части там, или половина курицы. Если не вся курица нужна, то это удобно. Да и размораживать удобно, если они не слипнутся вместе с пленки. От пленки развернул, и они быстрее размораживаются. Вот так вот. Все. Вот. Теперь еще из 3 кур сделаю, что успею пока до ифтара. Сегодня, скорее всего, мы едем в гости на ифтар к моей заловке. Но до этого времени я просто сейчас разделаю 3 кур. Вот 5 я заморозила для того, чтобы они у меня жарились. А из 3 кур я буду делать, посмотрим, что по-разному. Кое-что мы сделаем. Сначала я из грудок сделаю фарш. Все вы будете видеть, короче говоря. Это я сейчас понесу. Ну что, мои дорогие, так, 3 курицы я без вас разделала.
Значит, я это у меня грудки и некоторые бедрышки окорочка. Не все, но некоторые. Это у меня будет на фарш. Значит, из этого я сделаю люля-кебаб и стушки немножко. Мне хватит, больше не надо. Просто, чтобы было разнообразие на столе. А это, хоть это и у меня и косточки, но тут тоже есть и бедрышки, есть крылышки, есть спиночки. Это я просто так пожарю вместе, чтобы не для шашлычка, а просто так. Хочу сделать шашлычки. Это просто я сюда сделаю, замариную их, а потом мы их просто поедим. Вот. А вот то, что с мясом, вот такие вот части, вот это я уже сделаю из них шашлычки. Тоже мне много не надо, видите, вот так вот они хорошие кусочки. А вы можете просто сделать вот какие-то бедрышки, как я сказала, крылышки и вот эти вот спиночки, где хвостик торчит. Мне нравится. Вот потихонечку потом на шпажке нацепим. Видите, здесь есть очень хорошие кусочки мясистые. Сейчас я их замариную, они у меня до утра постоят. И потом я их заморожу. И мне хватит. Мне реально хватит, потому что я не хочу от одного вида много готовить еду, потому что я уже повторюсь, скажу вам, что в принципе, когда в доме нет там, молодой девушки или снохи, не так много заходит гостей. Они обычно не хотят, чтобы взрослая уже, можно сказать, пожилая женщина, да, стояла, обслуживала. Так, все. Вот я не знаю, сколько здесь килограмм, но я примерно сделаю. В принципе, и так примерно делаю. Так, что мы сюда добавим для куриного шашлычка? Вот так вот я своей этой тапперверовской блендером тапперверовским лук не очень мелко сделала. Это будет для сочности. Так, что теперь? Соль. Соль, значит, адыгейская соль. Так, я добавлю сюда столовую ложку, такую без горки, потому что буду добавлять аджику. Вот так вот. Теперь у нас пойдет аджика. Где-то чайной ложкой. Брать не буду чайную ложку. Вот такая сухая аджика. Если у вас ее нету, ничего страшного, друзья. Мне даже хочется немножко побольше ее сюда добавить. Так вот. Добавьте просто красный перец. Жгучий перец. Так, чесночный перец у меня. Тоже чайная ложка. Что у меня здесь еще? Паприка. Обязательно. Вот 2-3 ложки паприки. Так, сейчас у меня еще должна быть специя. Сейчас поищем. Еще не все я распределила по своим баночкам. Курица на углях, как и стейк на углях, да? Вот тоже сюда добавим. Если нет курицы на углях, можно просто приправу для курицы добавить. Что еще? Теперь растительное масло. Дальше немножко соевого соуса тоже, пускай будет. Так, и добавлю я свежий чеснок, не буду добавлять, немножко еще отдельно просто чеснока. Сушеного чеснока, сухого вот такого, да. И хочу немножечко добавить кетчупа. Правда, он у нас остренький, но ничего. Столовую ложечку. Так, специи, наверное, у меня першит в горле. Так, все добавила. Горчицу не добавила. Хочу еще немножко добавить горчицы. Вот так вот. Все.
Специй много, да? Ну, должно быть хорошо, вкусно, потому что ароматы идут действительно очень вкусные. Ну и все, теперь все перемешаем. Так, если вы хотите, тут просто курица на углях, и немножко она с дымком, можете добавить паприки копченой, чтобы был дымок. Можно еще при запекании добавить жидкий дым, тоже немного, ну, немножечко, капельку, капелюшечку, чтобы немножко был дым, что как будто бы на костре его жарили. Ой, девчонки, вы аромат не чувствуете этого всего, это очень вкусно и ароматно. Прям очень вкусно. Кажется, шашлык будет очень вкусный. Так, и хочу немножко добавить, где же это была у меня специя? Понаставила я всех этих специй, а вот букет кавказских трав. Чуть-чуть тоже добавлю. Хоть и есть в адыгейской соли. Ну, и так аромат идет, ну, еще больше будет идти аромат. Вот так вот. И все. И тщательно перемешаем. Все, и как я сказала, это все будет стоять в холодильнике до завтрашнего утра. Потом я не буду нанизывать на шпажки, я не делаю так, потому что шашлык я делаю в духовке. Я сначала выпекаю, а потом уже готовое нанизываю на шпажки. Я не знаю, мне почему-то так легче, друзья. Но если вы хотите, вы можете, вот постоял шашлычок немножко, замариновался, нанизать на шпажки и обжаривать. Ой, ну вот действительно такой запах, аромат от него идет. Это просто наслаждение одно. Все. Так, и, девочки, у меня еще остались эти окорочка. Я кожицу сняла с них. Мне она не нужна. И сейчас мы их тоже замаринуем для салата. Мне они нужны именно окорочка. Вообще-то по рецепту там идут копченые, но я не буду покупать, тратиться. Мне кажется, красиво замариновать, вкусно, вернее, замариновать. Пойдут и жареные в салат. Ну, я не хочу косточку. Просто вот так вот. Освобожу от косточек. Замариную. Но это не на праздник, друзья. Это я мариную. Я, наверное, буду показывать салатики. Хочу несколько салатиков девочкам показать, чтобы они приготовили. И для танзильного канала на ютубе. Ой, на ютубе. В телеграме. Там у нее какое-то обучение идет. Может быть, для нее. Покажу 1-2 салатика. Да, мне нужны окорочка копченые. А я попробую с жареными. Ну, сделаю и подключусь. Так, ну вот, все. Я не буду сейчас больше их резать. Вот как они есть. Вот так вот замариную. Потом в таком же виде обжарю, а потом уже будем их нарезать. Значит, сейчас быстренько. Вот, в принципе, тот же самый маринад мы с вами сделаем. Тут без разницы. То же самое. Так. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня для курицы приправа. Минуточку, подождите. Так. Ага, есть. Есть и на углях. Я думала, у меня на углях не будет. Так, есть и такая, есть и такая. Для курицы. Вы знаете, друзья, я до последнего времени, в принципе, никогда не пользовалась приправами. Не любила вообще никакие запахи, эти ароматы. Но сейчас в последнее время что-то стало все-таки. Так, ну-ка попробуем, посмотрим запах.
Вот у нее приятный запах, так что одной этой хватит. Курицы на углях. Так, немножечко соевого соуса. Так, ну я вам не смогу сказать, сколько чего, когда, потому что я не взвешиваю, как видите, не знаю. Ну, примерно, смотрите, сколько тут было сейчас. 5 окорочков, по-моему, было. Чайную ложку соли адыгейской добавили. Чайную ложку приправы добавили. Ну, пусть будет столовая ложка соевого соуса добавили. Что мы еще сюда добавим? Чуть-чуть добавим аджики. Пол чайной ложки вместо красного перца. Также добавим чуть-чуть чесночного перца. Даже не чуть-чуть, а ложечку. Значит, чеснок не будем класть. Что еще? Немножко горчицы. Мне нравится. Вот. Немножко. Так, горчицы. Ну и растительного масла. А, паприки. Паприки не добавили. Чуть-чуть можно добавить паприки. А можно и не добавлять, потому что это будет все идти слоями. И как таковой самой курочки, цвета курочки видно не будет, лишь бы был вкус. Так. Все, видите, сколько делов мы сегодня с вами сделали. И в магазин я сходила, вернее съездила. И много чего замариновала. И сегодня обязательно мы еще сделаем с вами, перемелю. Я вот сейчас, наверное, успею еще. Фарш приготовлю, чтобы приехать и уже сделать. Так, ну это идет мне не на праздник. Такое мне надо будет еще на праздник сделать. А это, скорее всего, пойдет у меня. Мне надо будет еще, знаете, купить. Ну, скорее всего, что еще хотя бы 2 или 3 курочки. Или мне просто нужно купить грудки. Но я, скорее всего, возьму курочек, потому что, по идее, они так и обходятся. Почти. Намного выгоднее, мне кажется, покупать курочку. Все. Теперь быстро перемелю мясо, и мы поедем. Так, ну, а подключусь уже потом, когда приедем, и мы будем доделывать из этого фарша что-то, потому что замораживать я не хочу. Потому что потом разморозить, готовить 2 раза придется замораживать. Поэтому я сделаю, как я сказала, сколько получится люля-кебаб. Ну, мне много не надо, штук 10, может быть, я сделаю, не больше. Из того, что останется, сделаю куриные стошки. Потом, чтобы были куриные стошки и чтобы были мясные стошки. Может быть, в одном блюде буду как-то подавать. Там посмотрим по ходу, какая у меня посуда и как это все будет. Так, ну что, мои дорогие, от гостей мы приехали. Мясо я пропустила через мясорубку, курочку, ну, курятину тоже. Но сегодня из него готовить ничего не буду. Просто поставлю в холодильник, ничего с ним не случится. А завтра утром уже сделаю. Мясо, конечно, заморожу. Попила чайку со своими любимыми конфетками. И все. На этом все, мои дорогие. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш тахуч.